знакомиться. Я вообще люблю начинать все свои выступления, прям вот реально узнав людей, кто откуда, что и как. Можно мне слайд следующий включить? Кликера нет, я буду говорить, к сожалению. Так, следующий. Прежде всего, я хочу, чтобы вы взяли сейчас свои телефоны, и мы научимся с вами делать Инстаграм-визитку, сканировать ее, пользоваться, и в будущем она вам пригодится всем. Просто не все умеют этим пользоваться. Давайте сейчас прямо научим. Это несложно. Достаем телефоны. Первое, что нужно сделать, открыть сейчас свой Инстаграм. И в открывшемся окне нажать на вкладку Инстаграм-визит. Вот есть такая штучка, называется меню, да? Вот она, 3 штучки здесь такие, 3 палочки. На них нажимая, у нас появляется вкладка Инстаграм-визитка. Сейчас, кто со мной не знаком, будет знакомиться. Нажмите «Сканировать». Еще раз. Видимо, это первый раз делаете, да? Угу. Сейчас мы наводим. И считываем пользователя. Ну. Давайте будем... Давайте, пробуем. Визитка действует по принципу QR-кода. Кто еще открыл? Сканировать. Сканировать. Некоторые сложности иногда бывают. Нет, нам нужно нажать «Сканировать». Есть, все, супер. Кого еще? Все, отлично. Собственно, я маркетолог, и 1,5 года назад моя жизнь круто изменилась, потому что я решила стать вдруг блогером. Блогером-маркетологом. Что же в первую очередь я решила сделать для этого? Я решила выбрать нишу. Прежде всего, когда мы начинаем, вдруг, если мы становиться хотим блогером или продавать свой продукт, и у нас есть свой магазин, бизнес, мы начинаем выбирать нишу. Аккаунты, которые сейчас действуют по принципу «обо всем и ни о чем», они уже не живут. Лайфстайл продвигать очень сложно и дорого. Можно мне следующий слайд? Моя презентация сейчас называется, на самом деле, топ-10 секретных фишек Инстаграма. Но я думаю, что вы все эти фишки знаете. Я вам просто сейчас открою некие маленькие секретики и лайфхаки, как же правильно все это делать. Для того, чтобы нам быть в тренде, для того, чтобы нам быть постоянно на волне, и наша статистика была в положительной динамике, нам нужно пилить сторис. Пилить сторис каждый день. Для этого нам нужно использовать разные форматы. Скажите, какие форматы сторис вы сейчас знаете? Я буду с вами всегда взаимодействовать. Что бывает в сторис? Живое общение. Живое общение. Опросы, правильно. Форматы сторис можно использовать, это могут быть видео, фото, это может быть сейчас очень популярны игры в сторис, прям вот фишка, это вот вовлеченность, да, наша. Да, знаете, для чего все эти блогеры делают вот эти опросы постоянно? Как только ваш подписчик с вами начинает контактировать, например, ответит вам директ, это прям вообще это самая крутая штука, которую могут сделать ваши подписчики, это ответить вам в директ. Либо, например, огонечек вам отправить. Все, завтра они ваши сторис снова увидят. Если он перестает контактировать и взаимодействовать с вашим аккаунтом, на следующий день вы просто пропадаете из его ленты. Вы, наверное, сами замечали, что вы видите одних и тех же людей. Вот у вас уже у всех выстроенные ленты. Горят кругляшки, вот эти красненькие, одни и те же люди. Как только они перестают вам быть интересным, вы начинаете их быстро сторис, например, проскакивать вот так, на следующий день вы уже их не будете видеть. Для этого нам нужно использовать максимальное вовлечение, для этого нам нужно пилить сторис постоянно. Как вы думаете, сколько сейчас минимальное количество сторис в день? Да, на самом деле сейчас эта цифра, она уже максимально дотянула до 10, если еще там 2-3 месяца назад я говорила, что это цифра 5,7, но то сейчас это уже не справляется цифра. Через каждые 2 часа. Не нужно вываливать все в раз, как это делают очень многие, да, то есть я сейчас, день у меня закончился, я с утра все снимала, и сейчас я такая все вывалю, и все будет круто. Нет, это вообще не так, наоборот, мы статистику свою понизим.
нам нужно пилить сторис, начиная с утра, через каждые 2 часа. Я заранее иногда подготавливаю на следующий день, что я знаю, что мне будет некогда снимать, я подготавливаю материал, выстраиваю логическую цепочку и на следующий день просто заливаю. Использую приложения. Сейчас настолько круто, много интересных приложений, что я просто не успеваю сама их иногда отслеживать. Те, которые позволяют монтировать нам видео самым простым способом, которые сами за нас уже все абсолютно сделают. Следующий такой лайфхак, который тоже вам хочу сказать, это антитренд «говорящая голова». Или если мы не накладываем текст на видео. Вот, например, я хочу вам донести до людей какую-то свою классную мысль. Я беру телефон, иду и снимаю это. Но у кого есть время слушать мою полемику, там, минуту, 2, сколько? Нет, это я считаю, что не только я, это и статистика так говорит, это неуважение к нашим подписчикам. Где мы смотрим сторис? Я вот смотрю, например, на светофоре, на работе. Как я это делаю? Большинство, если я... Это без звука. 70% мы смотрим наши сторисы без звука, поэтому будьте добры, уважение своих подписчиков. Для вашей максимальной вовлеченности использовать текст на видео, накладывать основную мысль. Не надо там все подряд копировать, нет. Нам нужно накладывать именно тексты. Использовать, опять же, разные форматы. Есть понимание, что вот антитрендом сейчас является такая говорящая голова, я сижу в машине, я ем в кафе, это антитренд. Но это не просто такой антитренд. Использование разных ракурсов, разных форматов включает в себя также, как мы снимаем это. Я, например, могу снять вот так, ближним планом. Могу поставить камеру сюда, у меня будет средний план. Могу поставить камеру вот туда, и это будет дальний план. Так вот эта разноплановость, она меняет картинку. Самое главное, чтобы была динамика. Есть еще некий такой лайфхак, который очень часто используют все блогеры, абсолютно все блогеры, называется движение руками. Когда мы делаем что-то в кадре. Я, например, не могу просто себе позволить и что-то говорить, просто не двигаясь. Я буду всегда делать это руками. Я могу наливать себе чай. Я могу заваривать себе чай, я могу красить ресницы, я могу причесываться, и при этом происходит, человек залипает. Он залипает на эту динамику, на эти движения. И если будет в дальнейшем пилить сторис, их нужно, да, перейти, потому что Инстаграм это мощнейший инструмент для продвижения как личного бренда, так и своего бизнеса, это монетизировать его в данный момент очень легко. Используйте вот такой лайфхак, как движение руками. Всегда об этом вспоминайте. 2 года назад я говорила на своих выступлениях о том, что как вы думаете, почему стали популярны бьюти-блогеры? Бьюти-блогеры, да, мы все на них сидим, я сама залипаю на них. Именно вот поэтому лайфхак движение руками. Они, во-первых, у них есть результат в конце. Мы видим результат, что же будет, нам интересно, мы же хотим увидеть, что там из лягушки превратится в принцессу. Но они всегда выкручивают, мудрят, что-то мазюкают, делают. Вот это как раз-таки эти залипательные движения у них случаются. Ну и еще такой секретной фишкой сейчас стали это игры. Игры, они максимально вовлечены, когда мы начинаем собирать слово, собирать буквы, пробовать найти отличия между 2 картинок, да, 2 фотографии. Для чего нам это все нужно? Особенно вот когда найти отличия между 2 картинок. Люди начинают возвращаться назад. Это все настолько положительно сказывается в нашей статистике. То есть он посмотрел, не понял, вернулся назад, опять не понял. Опять вернулся назад, и опять не понял. А нам это все в плюс. Я хочу так, у меня на самом деле 10 таких фишек, про которые мы будем отдельно с вами разговаривать. И после каждого такого мини-блока я хочу, если у вас есть вопросы, вы их задавайте. То есть по умолчанию у вас должно быть так. Мы поговорили про сторис, если есть вопросы, давайте. Кто ведет активно Инстаграм вообще? Классно. Ну что значит активно, когда каждый день что-то выкладывает? Примерно верно. А для чего? Просто так. Угу. Вообще, я считаю, что быть в Инстаграме и не зарабатывать, это прям большой грех. Потому что его может монетизировать абсолютно каждый. Вот абсолютно каждый. У меня был случай, когда девушка пришла на обучение, у нее было 300 подписчиков, она говорит: ой, вообще, мама в декрете, все плохо, я никто, звать меня никак, у нее депрессия была жуткая. Но при этом она хорошо умела шить своим детям одежду. И сейчас у нее есть бренд, который называется FLN, у нее по
по инициалам ее, она шьет одежду, мы давали ей несколько раз рекламу, и у нее занятие сейчас на 3 месяца вперед. Но у нее там подписчиков 500, но она благодаря Инстаграму уже зарабатывает. И говорит, я на работу не вернусь, потому что это уже мне приносит больше доход. Если вопросов нет, переходим к следующему слайду. Это оформление профиля. Давайте представим, что наш аккаунт, наш профиль, он должен привлекать нам новых людей, подписчиков. Не просто, нам ведь эти подписчики не просто так нужны, правильно? Я еще раз говорю, я очень люблю все монетизировать, поэтому каждый новый человек, придя ко мне, он потом в дальнейшем либо остается у меня, либо там что-то покупает, либо мы еще каким-то пробуем с ним как-то поработать. Всегда все мои подписчики со мной очень хорошо контактируют. Так вот, для того, чтобы они остались у нас, нам нужно красиво оформить наш аккаунт. Не просто красиво, так, чтобы он остался. Это, грубо говоря, это витрина магазина. Я же не зайду туда, в тот магазин, где мне не нравится. Я зайду, мне не понравится, я уйду. То же самое с аккаунтом. Мы должны его максимально классно, красиво оформить. Прежде всего, это шапка профиля. Я не знаю, вам как видно? Мне кажется, а мы можем как-то повернуть? Просто у нас люди вот здесь, а экран здесь. Не можем, да? Ну, я надеюсь, что вам видно. Прежде всего у нас идет, на что обращают люди внимание, это аватар. Аватар должен быть четкий, на контрастном фоне, никаких размытых сзади там непонятных. Это обязательно должна быть качественная фотография. Если вы позиционируете себя как блогера, значит, это ваше лицо. И если вы позиционируете себя как компания, у вас рабочий аккаунт, который приносит вам опять же деньги, то должен быть выделен либо ваш логотип компании, либо основной продукт. Не всегда логотип компании работает хорошо. Если, например, в компании всего 2-3 продукта, можно ставить продукт. На него больше придут денег, именно купить. Дальше, что у нас еще идет? Если вы начинаете монетизироваться, у вас должен быть профиль переключен на бизнес-профиль. Это поможет активно смотреть, расширенно смотреть вашу статистику. То есть как взаимодействует с вашей публикацией, как у вас все заходит, есть ли подписки с этой публикацией. Ну, там очень много всяких факторов. Дальше, шапка профиля. Что такое шапка профиля? Да? Это вот как раз такая наша мини-презентация. Кем я являюсь? Я, например, маркетолог, я реально маркетолог на всю голову, я про это начала говорить. Плюс, когда-то давно я придумала себе такую штуку, как твоя полезная подруга. Я назвала так свой телеграм-канал. Он у меня здесь указан в активной ссылке. Туда скидываю очень много полезных там лайфхаков и так далее. Ну и здесь сразу представлю в моей презентации мой продукт, что, собственно, я продаю. У меня есть консультация, у меня есть обучение, помимо моей основной работы я занимаюсь вот такой обучающейся деятельностью. А так я веду маркетинг в компании. 3. Дальше. Поисковая строка. Кто пользуется поисковиком в Инстаграм? Кто ищет продукты? Круто. На самом деле сейчас поисковая строка, она уже подходит примерно верно к Яндексу. То есть мы что-то, нам какой-то продукт нужно купить, да, мы начинаем первым делом по статистике, опять же. Первое, что делает вообще человек, который хочет купить, например, дом, он идет гуглить. Сразу идет гуглить. То же самое сейчас происходит с Инстаграмом. Когда он хочет купить дом, он тоже пойдет в поисковую строку. Вот, у меня здесь и он начинает вбивать дом в Ижевске. Так вот, если бы у меня здесь было написано вот этого черная поисковая строка «Дом в Ижевске», я бы у него вышла. Вот там, где написано черным, это поисковая строка. Поэтому, если вы вдруг продаете дома, тут можно написать «Дом», территориальную принадлежность Ижевск и, например, строительство. И тогда нас могут найти наши клиенты по этой поисковой строке. Дальше, когда нас клиенты наши нашли, перешли к нам по поисковой строке, они уже заходят в наш магазин. Ага, что делает эта компания строительная? Она строит на заказ, она продает готовые дома, какие у них условия. Они посмотрели шапку. Дальше что приходит делать? Любой здравомыслящий человек, он идет глубже. То есть мы вот зашли, это было все на входе, мы идем дальше, и у нас там идет с вами лента. Давайте дальше. Поэтому есть вопросы? Самое, кстати, сложное в данном случае это придумать вот это описание, да, мини-презентации. Это самое сложное. Но есть такой лайфхак небольшой, который мне одна девочка сказала, у нее 1,5 миллиона подписчиков, мы живем в Казани, она говорит: Маш,
самое крутое, это, говорит, вообще запереться на 30 минут в комнате, никого не пускать, не выпускать, чтобы никого не было, выключить телефоны, в любую музыку в тишине, и ты просто сидишь и думаешь, а что ты умеешь, а что ты можешь, а кто ты вообще такая, кто ты такой? И этот лайфхак мне очень сильно помог, я так просто написала не только шапку профиля, за 30 минут я успела написать там и цели у меня пошли, и контент-план, и я думаю, блин, да не так сложно про себя писать, но оказалось, когда я осталась наедине сама с собой, задавать себе этот вопрос, я нашла много ответов внутри себя. Следующий слайд. Контент-план. Мы не сможем с вами вести нормальный аккаунт, будь это личный аккаунт, либо это коммерческий аккаунт, без грамотно подобранного контент-плана. Ну, вот вообще никак не сможем. Контент-план бывает развлекательный, бывает информационный, бывает продающий. Обычно я делаю как? Раскрою вам такой маленький свой секрет. Когда у меня есть курс, который я веду уже там практически один год и 8, да, 1,5 года. Называется он «Реальный Инстаграм», и я знаю, что надо сделать для того, чтобы у меня максимальное вовлечение было именно на пост, где я уже начинаю продавать свой курс. Я перед этим выкидываю информационный, полезный, который будет много-много сохранений. То есть, значит, статистика на этом посте у меня будет возвышена. Вообще сохранение – это максималка. Вот как только у вас будет много сохранения, значит будет хорошая статистика у постов. То есть лайки, комментарии в меньшей степени, вот здесь начнут сохранять, это прям круто. Поэтому перед продающим постом, например, я хочу завтра написать, что у меня будет курс «Реальный Инстаграм», и сегодня выдам какой-нибудь топ по телеграм-каналу. Там будет много сохранений, статистика будет повыситься, и на следующий день начну продавать. Это такой некий маленький лайфхак, как выстраивать правильно продажи. Если вы ведете только коммерческие аккаунты, не личные профили, то статистика по продающим постам у вас составляет порядка 50%. То есть, а так контент обычно делится 30 информационные, 30 развлекательные, 40 продающие. Но это при условии, что у вас есть продукт и что продавать, да? Так, зачем нам еще вообще нужен, да, контент-план? Да это потому, что мы можем удерживать так наших потенциальных клиентов и подписчиков, которые уже смогут точно знать, а что мне вообще ожидать от Васи, что мне ждать от Марины, что она вообще делает. Очень хорошо в этом плане в упрощении контент-плана помогает введение рубрик. Если у вас есть рубрики какие-то, например, вот у меня девочка-подружка-стилист, у нее по вторникам стабильно шопинг вторник. По вторникам у нее шопинг. Она уже сама не знает, не парится, что уже ей делать в этот день, не придумывает там велосипеды какие-то. Она говорит, все, у меня все круто, в пандемию она начала делать онлайн-обзоры, ей это очень упростило жизнь. Потом у нее идут клиентские разборы. В общем, она так себе составила рубрики, что, собственно, контент-план у нее уже на месяц вперед готов. Мы просто его вставляем. Очень удобно вот именно делать рубрики, это легко, гораздо легче. Следующий. Вот мы с вами оформили шапку профиля, красиво заполнили нашу мини-презентацию, поисковую строку, поработали с аватаром, примерно верно накидали рубрики какие-то, придумали контент-план. Дальше нам нужно поработать с нашим визуалом. Инстаграм вообще это визуальная социальная сеть. Если, опять же, сравнивая аналог, приводя с витриной, вы не будете привлекать, у вас будут там некрасивые, неглаженные, какие-то непотребные вещи висеть, никто у вас их не купит. Поэтому наш визуал должен быть отточенным, прям вот, это должна быть конфетка. Но есть, опять же, некие такие антитренды, да, которые я называю, это вот пресеты. Прошлый век у нас еще очень любят их использовать. В тренде натуральность, в тренде естественность, в тренде настоящие живые эмоции. Нет такого, что вылизанными фотографиями нет. Сейчас там, мы максимально делаем все, чтобы быть приближенным там, к обыкновенным, как все. Просто эта фотография должна быть качественная. Вообще, в первую очередь, даже проходя там любые какие-нибудь курсы, вам любой коуч там скажет, давайте, прежде чем начинать оформление ленты, придумайте себе какую-нибудь фотосессию интересную, 1-2, и загружайте эти фотографии. Это на самом деле так. Нужно понимать, что Инстаграм это инструмент по заработку денег, но мы же должны что-то вложить в него. А что мы можем вложить? Мы вкладываем, во-первых, свое время
и деньги в том числе. Деньги нам нужны на продвижение и на, конечно же, на визуал. Потому что фотографы, там, стилисты и так далее, все стоит денег. Про пресеты я уже вам сказала. Дальше у меня будет... Дальше. Вот как раз таки примеры оформления. Я не знаю, как вам видно. Я прям переживаю, что вам не видно. Вот пример оформления магазина цветов. Мне очень нравится. Вообще, скажите, кто видит коммерческие аккаунты? Кто зарабатывает бизнес? Есть здесь бизнес? Один только, да? Хотела сказать, я вам скажу, что бизнес покупают у людей, и не забывайте вставлять свои личные фотографии, да? Люди покупают у людей всегда. Вот пример оформления очень классный магазина цветов. Прям вот очень мне нравится. Дальше там идет пример оформления личного аккаунта, когда тоже все подобрано. Можно делать единым фильтром, все без всяких там пресетов, которые мы просто надеваем и до неузнаваемости себя узнаем, переделываем. Хорошее приложение по обработке фотографий. Кто был у Майерса, кстати? Кто-то был из вас у Майерса? Давно? Вот он и... Ты вообще молодец. Вот Саша как раз-таки рассказывает программу по обработке VSEO, у него, ну не у него вообще, он рекомендует ее. Я сейчас пользуюсь программой, которая называется Lightroom, при этом я не ставлю никакие фильтры на свои публикации, я просто делаю свет либо естественный, либо неестественный. Все, что я сейчас делаю с своими фотографиями, больше ничего. И я считаю, это мое мнение, я просто всегда была... Сын. Давайте следующий слайд. Так, ну что я остановилась? По обработке. Программа хорошая, это вот Lightroom. И это еще раз говорю, VSEO. Я для себя сейчас открыла вообще такое крутое приложение. И хочу вам его порекомендовать. Он называется, называется Аватар. У него столько крутых функций, и пока они совершенно бесплатные. Но очень много всяких прикольных штучек. Где-то дали уменьшить, рисовать, там еще что-то. Это все тоже блогерские фишечки. Вопросы есть по визуалу? Обычно тут как раз-таки много вопросов у людей возникает. Нет? Прекрасно. Давайте дальше. Какие же бывают посты? Форматы постов тоже бывают разные. Если мы будем делать просто фотки, будет никому не интересно смотреть наши постоянные фотографии. Мы играем контентом, играем публикациями. Что это может быть? Подождите, вы верните нам назад. Вот. Это может быть, во-первых, публикации фотографии. Фотография это стандарт. Фотография плюс текст. Классно. Дальше, следующий формат постов. Видео плюс текст. Тоже круто. Следующий формат постов, это может быть сейчас IGTV плюс текст. Что такое вообще IGTV? Это формат такого некого телевизора, да? Ну, это очень хорошие такие... Инстаграм прям очень хочет, чтобы этот формат у него прижился, чтобы он был в тренде, он много над ним работает, и я вам открою маленький секретик, что когда вы публикуете видео в IGTV, они набирают больше просмотров. Только лишь потому, что Инстаграм это поддерживает этот формат. Следующий формат постов это может быть карусель. Когда мы вставляем несколько фотографий. И опять же есть некий такой лайфхак. Если мы вставляем хотя бы одну-две фотографии, то у нашего поста тоже есть огромная вероятность получить двойной охват. Потому что как размещается Инстаграм? Ага, я показала первую фотографию подписчику, он его не оценил, а вторая ему может понравиться. Он показывает ваш пост 2 раза. Если вы посмотрите в моем аккаунте, практически все каруселью. Я всегда этот лайфхак использую, ну и IGTV тоже в том числе. По поводу оформления текстов мы говорить не будем, это очень длинная тема. А вообще, как вы думаете, сколько живет пост? Вот как вы максимальная вовлеченность, когда у него случается? Вот вы сейчас вышли и опубликовали пост какой-нибудь. Это когда у него максимальная вовлеченность, это 15 минут. То есть смотрите, алгоритм Инстаграма, как он работает. Я опубликовала пост, у меня начинаются идти лайки. Если мой визуал классный, красивый, зацепил, у меня там идет вовлеченность, сохранение, Инстаграм считывает мой пост как какой, как интересный, и он начинает ранжировать меня в ленте.
показывать гораздо большим людям, да? На старте я получаю 15% охвата, то есть у меня, например, есть 1000 подписчиков, меня 150 видят. Когда случается так, что мой пост интересен, что его начинают лайкать, комментировать, Инстаграм это видит, и он показывает, увеличивает. Дальше меня видит уже не 150 человек, а 200. Если эти дополнительные люди делают тоже такую же реакцию, мы получаем следующий охват. И так всегда. Мы можем повысить так свою охват там, до 70% легко. Но это вот именно алгоритм Инстаграм. Именно для этого нам нужны вылизанные фотографии, да, вот эти идеальные, хорошие тексты, ну и множество других факторов, которые мы этому помогают нам, да. Именно для того, чтобы увеличенные охваты были. Потому что я иногда встречаю друзей, и они мне говорят: блин, а что ты все больше, что ли, не бложишь? Я говорю: да нет, бложу. А что мы тебя не видим? И я уже знаю: ага, значит, ты меня пропустил, значит, ты меня пару раз не лайкнул. И я потерялась из твоей ленты, это так и есть. Я потерялась из его ленты, он меня не видит, хотя подписан. И я сама так в жизни тоже теряю друзей, думаю: да что ты ничего не делаешь? Или я специально уже целенаправленно вспоминаю людей, на которых я подписана, и которые мне когда-то были интересны. Думаю: почему я перестала его видеть? Что я делаю? Я захожу к этим людям, пролайкиваю все их фотки, смотрю их сторики, на следующий день все, они снова возвращаются в мою ленту. Мы полностью и сами ее строим с вами. Или наоборот, есть такие ситуации, когда ты вроде как бы неудобно отписаться от человека, да? Есть такие люди. Я не могу от них отписаться, но я не хочу их видеть в своей ленте. Я не отписываюсь, я просто их не лайкаю. И стойки их не смотрю. Все, они пропадают. Их больше нет в моей жизни, нет в моем Инстаграм, но при этом я их не обидела, я не отписалась. Ну, сорян, не заметила. Так, про форматы постов поговорили. Еще раз, это видео, это фото, это IGTV и это карусель. Следующий слайд. Следующее, что я хочу вам рассказать, это про хэштеги и геолокации. Вообще хэштеги и локация это относятся к контенту так называемого безбюджетного маркетинга. Мы можем на хэштеге привлечь новых подписчиков вообще легко. У меня недавно был... Давайте я не на себе приведу. Вы из Ижевска, да? Знаете девочку, наверное, у нас есть в Ижевске тоже блогер Катя «Вкусно-вкусно», и она выложила фотографию, когда был общий тренд «Pillow Challenge», когда все на себя подушки натягивали, обвязывали ремнями, да? Она выложила эту фотографию и поставила хэштег «Pillow Challenge», потом она показала статистику в сторис. Я у нее попросила, говорю: скинь мне эту статистику. Я посмотрела, у нее от этого хэштега пришло 15 тысяч человек. 15 тысяч человек дополнительно посмотрели ее аккаунт. То есть ее там где-то 5 тысяч охват, и того ее там 21 тысяча была охвата. Из них 15 это хэштегов. Там была фотография хорошая, там она попала в тренд, когда она это вовремя опубликовала, да, и она поставила правильный хэштег. Но что произошло? Ведь эти 15 тысяч человек, которые к ней совершенно случайным образом упали, ну не упали, а просто зашли к ней, посмотрели, они ведь не остались. Тут уже вступают как бы другие факторы. Почему, да, не остались, что-то им не понравилось, не зацепилось. Но я уверена, что с этого поста к ней пришло довольно-таки много подписчиков. Это безбюджетный маркетинг. Сейчас в среднем один подписчик стоит 12-15 рублей, а к ней пришло там порядка 100 человек бесплатно. У нас экономило там нормально денег. Это как раз-таки то, для чего нам нужны хэштеги. Да, это в первую очередь второе, для чего нам нужны хэштеги геолокации, для тех же рубрикаторов. Вот я, например, там ввела рубрику, да, у меня есть там публикация, я ставлю под ними хэштег, это так называемый персональный хэштег мой, ну, либо уже его можно, в принципе, к брендовому отнести, Сергеева маркетинг. То есть, если я пишу про маркетинг, я ставлю этот хэштег. И я иногда своим людям говорю, там, посмотрите по вот этой локации, по этой геометке, по хэштегу, все интересные публикации, связанные про маркетинг. Если вам интересна эта тема, пожалуйста. Я помню так очень хорошо, была история, там, как я заработал свой миллион. Иванов миллионер. Я начинаю свою историю описывать, и уже она под хэштегом единым лежит, и она не потеряется. Вот как раз таки вот этот рубрикатор, он становится очень четким. Если мы вводим рубрику там шопинг вторник, как стилист вводит, она тоже это пишет. И у нее все шопинг вторники, они вот сложены в одну коробочку. И если человек начинает залипать, зависать в аккаунте, он уже все прочитает. Это очень прикольно.
И есть также другие виды хэштегов, это как раз таки тематические, локальные и персональные. А есть еще по-другому, я здесь эту градацию не написала, есть частотные, среднечастотные, низкочастотные, не наши. Что такое частотные? Самый часто употребляемый. Например, хэштег family. Он используется во всем мире. Семья. Один из самых популярных хэштегов в мире, да? Мы когда пишем, например, про семью, там, про отпуск свой решили написать, ставим хэштег на английском языке family, это частотный. Дальше у нас идет среднечастотный, если мы сократим, напишем семья. Это мы уже сократим до русскоязычного, грубо говоря, населения, да? Сократили. Дальше мы ставим семья Ивановых, либо, например, семья Ижевск. Мы еще ушли вниз, в градацию ниже, да? И дальше мы уже поставить там свой личный. Так вот мы одним хэштегом, по факту, можем охватить, вот, начиная там от мира, заканчивая Шаркан. Это очень круто. Это все работает. Мы так однажды продали продукт, который прям... девочка кокошники шила. Это был чемпионат мира, 2018 год, только начала заниматься инстаграмом, продвижением. И она придумала такую идею, на чемпионате мира начала шить кокошники. Она на одном хэштеге зарабатывала. Представляете? То есть у нее не было никаких, она 0 потратила рублей в продвижение, ставила только хэштеги, продавала кокошники по всему миру. Ну как? Ну вот так. Это безбюджетный маркетинг, он есть, его много. Если вам интересно, могу вам еще парочку сказать, что входит в безбюджетный маркетинг. Интересно? Безбюджетный маркетинг – это как раз-таки хэштеги и локации, это контент-план грамотный. И очень популярный нынче это комментинг у блогеров. Я недавно прокомментировала, когда, помните, ситуация была с Джиганом. Он там с ума сошел на время. Я у него одна из первых, случайно так получилось, прокомментировала его пост. Мне с этого поста пришло человек 30, наверное. С моего маленького комментария. Вот это тоже является безбюджетным маркетингом, когда мы одними из первых ставим. У меня, например, есть команда, которая работает и продвигает компании, мы подписаны на блогеров, ставим уведомления, и при первой же их публикации мы одними из первых пишем комментарии. И мы получаем, во-первых, узнаваемость бренда, от моего лица тоже кому-то там пишет, у меня помощница, и получаем клиентов в том числе. Так вот, у меня с этого комментинга от Джигана пришло там 30 человек, и из них 2 стали клиентами бесплатно. Я секунду потратила. Потом они у меня были на онлайн-обучении, это очень круто работает. Главное грамотно там писать, там есть определенные схемы. Давайте дальше. Хайпуем. Хайпуем, сегодня мы с тобой хайпуем. Без этого вообще никак даже. Если вы хотите добиться хоть какого-то там успеха, максимального, минимального в Инстаграме или вообще в других социальных сетях, без хайпа, ну вообще совершенно никак не вытянуть это. Что такое хайпуем? Хайпуем — это значит, когда не боятся делать то, что ты боишься делать в обычной жизни. Выставлять фотографии. Я считаю, что та же Катя начала хайповать на своем теле, да, то есть она превратила какой-то свой большой недостаток всей ее жизни в огромный ее плюс и достаток. То есть Катя, если кто не знает, она довольно-таки полненькая девушка, там, такая в теле, и которая всю жизнь стеснялась своего тела, а сейчас она просто фотографируется в нижнем белье. Она хайпует, и она получает с этого подписчиков и деньги, потому что у нее есть бизнес, которого она привлекает. Так вот, про хайп я вообще это очень большая тема, у меня есть отдельный блог тоже на обучение, где мы разговариваем, как вообще продумать этот хайп, откуда его взять, откуда и приходят у людей идеи. Так вот, хайп, он идет, наравне идет с трендами, хайп равно тренд. Поэтому следующий слайд можно мне? Не игнорируем тренды, это именно то, что нужно. Сейчас у меня здесь приведено 2 примера. Сколько у нас тут детей? Ладно. Есть такая компания, везде дальше читать не буду, прочитайте, да, сами тут дети уже у нас есть. Они офигенный делают контент, я вообще рекомендую на них подписаться и посмотреть, что они творят. У них абсолютно каждая публикация в тренде. У них нет такого, что они его пропускают. Они реагируют абсолютно на все. И у них настолько такой крутой... Вот, на них подписаны все маркетологи, мне кажется. Просто то, что они творят, это бомба. Так вот, у них, естественно, как только открыли Турцию, выходит вот такой пост, да, как «занырни поглубже». И вроде как ничего такого, им не нужны никакие тексты, им ничего не нужно, все на картинках и так понятно.
У них всегда есть ассоциация тренда нового, то есть и есть их продукт. То, что они делают. И вот так нужно делать всем. Это прям офигенно крутая штука. Вот компания «Строительная Аркострой», я веду там маркетинг сейчас. Мы тоже, когда только началась эта пандемия, мы поняли, что пошел спрос повышенный на дома. И мы начали это максимально использовать. И, собственно, когда вот эти штуки везде, Reels, компания Reels это сделала, начали вот эти картонки, на картонках писать, мы тоже написали, собственно, в доме без маски, в огороде без бумаги. По факту, когда был кризис, помните, там гречка, бумага, да, все скупали бумагу, а в огороде бумага, собственно, не совсем и нужна. Можно и лопухом обойтись. Мы на этом тоже сыграли, этот пост у нас набрал очень хорошее количество просмотров, лайков и репостов, и очень хорошо нам принес какую-то известность, популярность, и после этого мы поняли, что мы будем хайпить дальше. И мы это продолжаем до сих пор делать и выстреливать какие-то интересные... У нас уже время, да? Времени, в тайминг не вписываюсь. В общем, вы поняли, что такое хайп и что такое тренд? Это реально работает. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну и вначале меня представили, что я буду говорить про продвижение. Снимай меня. Я хотела очень большой вопрос, первого сада очень давно хотела задать. Виды съемки просто для себя, от себя. То есть ты просто сам себе снимаешь, ты просто поделяешься, например, с друзьями там. Спасибо, сыночек, ты мне расскажешь это. Давайте, у нас просто время ограничено, мне 40 минут дали, мы уже 40 говорим. Что еще, да, вот мы с вами все оформили, поняли, что такое хайп, тренд, мы поняли, как и что делать, и нам нужно, поняли, что такое безбюджетный маркетинг примерно, да. Дальше-то что? Вот если мы создали продукт, и мы хотим стать крутым блогером, нам нужно дальше продвигаться. Есть два способа продвижения, таких самых популярных. Один из них – это таргетированная реклама, официально таргетированная реклама. Буквально там пару дней назад Instagram выкатил обновление, когда сейчас я могу продвигать кнопочкой «Продвигать» не просто там пост, а я сейчас могу сторис двигать. Я считаю, что Instagram очень жадный и максимально он хочет с нас с вами денег вытащить, поэтому они делают такие услуги. На самом деле плохо продвигаться там. Нужно идти в АДС-менеджер официальный кабинет на Фейсбуке. Там мало расширенных. Можно, но там нет столько расширенных, и там нет того функционала. Вы можете, конечно, если по-другому никак, лучше так, да? Все правильно делать. И это, соцсети, это я такая, типа, сегодня... Конечно, нужен таргетолог. Типа тык-тык, я сделала, а результат, если есть крутой результат, который вас удовлетворяет, то пусть он будет. Ну вот. Все-таки нужно использовать официальную рекламу в кабинете Фейсбука, а она там работает гораздо лучше. Следующий, пожалуйста, слайд. И довольно-таки следующий инструмент на самом деле гораздо тяжелее, чем ты можешь сам сесть, и от тебя будет зависеть, да, как ты настроишь, либо от твоего таргетолога. А вот реклама у блогеров – это самый сложный этап такой продвижения, потому что кто-нибудь пробовал вообще давать рекламу у блогеров? Нет. Вообще хватит. Я, например, напишу сегодня 10 блогерам, из них мне 3 ответят, 1 согласится, слава богу. Это самый сложный инструмент продвижения. Либо, например, 3 ответят, они мне скажут, моя цена такая, она меня не устраивает, либо меня не устраивает их статистика, либо он просто пропадает. Так тоже бывает. Очень часто ты оплачиваешь рекламу, а ее нет. Я говорю, а где? У меня заболела голова, я улетела на море, я вам выдам рекламу там, через 2 недели. Ну ладно, хорошо, ждешь. А потому что ты уже не можешь не ждать. Как правило, они работают по 100% предоплате, и если ты начнешь им так, ну ты что, где коза моя реклама? Да, ну быстро мне. Все, она скажет, в блог, вы с вами уже не общаетесь, в блог у нас, все. Я просто сама блогер, и тоже беру там некоторых на рекламу, и сама рекламируюсь очень часто. То есть рекламирую свои компании, которые я веду, рекламирую своим личным аккаунтом. Это самое сложное, что только может быть. Во-первых, цена рекламы в Инстаграм у блогеров устанавливает сам блогер. Вот я считаю, что моя реклама у меня стоит там 10 тысяч рублей. Я себя так оценила. Очень много начинают писать. А у вас дорого, а вот у других дешевле.
А хочется сказать, иди и купи дешевле, ты же не получишь того результата, правильно? Но они почему-то возвращаются к нам. Поэтому прежде чем идти на рекламу к блогеру, ну, в Удмуртии это очень тяжело, на статистику вообще ни от кого не допроситесь практически. Они просто не считают нужным ее не давать. А в основном, прежде чем идти куда-то на рекламу, вы должны первое понимать его аудиторию. Та ли это аудитория, которая придет ко мне? Хочу ли я этих людей видеть? Что я с ними буду делать? И второе, вам нужно понимать, что не всегда выхлоп от него может быть такой, какой вы ожидаете. Может вообще не быть. Это тоже будет нормой. Я расскажу сейчас вам один очень грустный опыт свой. Вот еще хотела что сказать, это запрашивать статистику. Сейчас научились статистику в фотошопе рисовать. Там охваты, переходы, все, что мы запрашиваем, аудиторию, это все рисуется. Если вы вдруг покупаете рекламу дорого, и чтобы не слить бюджет, просите видео. И на хорошие блогеры, кто не боится этого делать, они снимают видео с экрана, где заходят в статистику, и там, где все будет видно. Я вот, например, сейчас без этого видео никому не пойду на рекламу. У меня просто был печальный опыт, я рекламировалась не я, а продукт мы рекламировали у стилиста в Екатеринбурге, у нее стоила реклама 45 тысяч. Мы заплатили ей деньги, отправили ей товар, там были серьги. Она получила товар, сделала распаковку. Ну, у нас такой план. Получаешь товар, снимаешь, распаковываешь товар, снимаешь, надеваешь на себя, снимаешь, крутишь все в зеркало, танцуешь, все как тебе нравится, показываешь. Все окей. Она, в принципе, так все и сделала, но она получила товар на почте, не просто сняла свои ноги, как она идет вот так вот, да, потом села в машину, что-то там раскидала в коробке, сережки надела и пошла. Но при этом следующие сторис у нее были с мероприятия, она пошла на какое-то мероприятие, и она была уже в других серьгах. Это было настолько очевидно, то есть не только нам, как рекламодателям, да, это было очевидно многим даже нашим клиентам, которые посмотрели эти сторис, она была очень популярный блогер, мне говорят, так она только что получила ваши серьги, которые тоже подходили к ее наряду, но пошла в других и сделала акцент на другие, типа, вот эти серьги тоже, типа, ничего. И мы слили так 45 тысяч, мы ей вроде как пишем, а как же так, что делать? Она говорит, я по ТЗ все сделала? Ну да. Ну и все, какие могут быть вопросы? У меня все, с меня взятки гладкие. Вот, собственно, так все это происходит. Вот это те 10 фишек, скажем так, успешного инстаграм-аккаунта, которые сейчас я вам по-быстрому, по максимуму, я максимально уменьшалась, ускорялась. Если есть вопросы, задавайте, я с радостью на них отвечу. Еще один у меня вопрос. Вот, сына. Обязательно использовать именно популярные хэштеги, которые набирают аудиторию в других странах, например, там, в Америке, ты хочешь, чтобы хэштег... Это нам ничего не стоит, это стоит 2 секунды нашего времени, поэтому да, обязательно. Если бы это было платно, можно было подумать, а это ничего нам не стоит. Хороший вопрос, кстати, сын, молодец. Молодец. Если не регулярно выкладывать посты, охваты падают? Охваты падают, но не посты. Охваты не будут падать, если мы не будем публиковать посты. А вот если мы вообще полностью пропадем в Инстаграм, тогда да. Можно сейчас выехать, на самом деле, по статистике только на сторис. Нормально выехать. Посмотрите, блогеры сейчас не публикуют каждый день посты. Их стало не обязательно публиковать. Если посты, то только очень качественные, прям какое-то эмоциональное событие, которое точно соберет кучу много лайков, там, комментариев, так вот такие публикуются. А потом сторис, естественно. Весь контент сейчас ушел вот туда. Сейчас еще будут короткие видео, которые называются Reels, по типу ТикТока. Инстаграм их уже выпустил, протестил в Америке, и вот скоро они будут уже здесь. То есть мы полностью уходим в видеоконтент, и нужно учиться снимать его максимально больше. Все? Подождите. Если вы не задаете вопрос, я сама. Мама, а мнение? Вы можете сейчас на камеру мне просто кликнуть? Спасибо. Не сложно вам будет? Нет. Давайте. Ну что, у нас прошло сегодня замечательное событие на площадке Инста-друзья. Я рассказала про 10 секретных фишек Инстаграм. Ну что, друзья, вам понравилось? Да! Спасибо большое! Вам спасибо. Надеюсь, была полезна для вас. Подписывайтесь на мой Инстаграм-аккаунт, пишите в личку, мы общаемся.